Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Вы на канале Мама Музыканта. С вами, как всегда, Ангелина. Сегодня у нас будет такая небольшая экскурсия. Я приехала в поселок, который называется Верхняя Максаковка. Сейчас немного пройдем по поселку, я вам покажу, что и как, и немного вкратце расскажу о ней. Что это означает? На коме она называется Вылез Максаковка. Это Верхняя Максаковка означает. Ну что, мои хорошие, оставайтесь со мной. Погнали. Стадион. Баскетбольная площадка тут. Площадка здоровья. Тренажеры там всякие. В общем, стадион. Этому стадиону, по-моему, год, ну, около этого примерно. Сейчас пойдем, мои хорошие, пройдемся по Максаковке. Машина пожарная едет. Что случилось, что ли? Итак, мои хорошие, немного расскажу вам о Максаковке. В общем, Максаковка, Верхняя Максаковка, это считается рабочий поселок. В 30-м году была организована сплавная запань, которая обеспечивала лесозаводы и другие предприятия города Сыктывкара. 70 лет назад здесь стоял бор. Потом появились одноэтажные дома, домики вернее. Затем двухэтажные дома. Сейчас пройдем вот туда. Смотрите, какая красота, зелень, частные домики. Так, в 1950 году возникла идея о строительстве нового поселка на берегу Старицы. В 1954 году открыли школу, клуб, профилактории, библиотека, детские сады и, конечно же, магазины. Максаковка была включена в состав города Сыктывкара в 1983 году. И уже в 1980 году открыли музыкальную школу. Еще раз посмотрим на площадку. Ну и вот поселок стал потихонечку преображаться. Провели отопление, газ, ну, в общем, все коммуникации, водоснабжение. В 70-м году это все провели. Максаковка была награждена дипломом Министерства лесной деревообрабатывающей промышленности и стала известна также за рубежом. На сегодня численность составляет 4227 человек. Ну вот как-то так. Перейдем дорогу сейчас. И пойдем. Покажу вам школу. Где тут должна школа быть? Цветочками торгуют. Профилакторий тут где-то, но он, говорят, стоит у трассы. Посмотрим, смогу ли я пройти. Такими цветочками тут торгуют, красивыми. Кто любит цветочки. Магазин. Хозтовары был когда-то. Закрыт, наверное. По крайней мере, я не вижу, чтобы он существовал. Закрыли, наверное. Вот такая кафешка есть. Ностальгия называется. Вот такие магазины. Хозяйственные товары, магазин открыт. Такой маленький магазинчик.
Магазины на каждом шагу. Вот еще какой-то магазин. Окраина магазин называется. Фрукты, овощи, рыба. Ну что могу сказать? Вроде ничего так. Поселок чистый. По крайней мере, не вижу я мусора. Вот еще один магазинчик. Смотрите, на каждом шагу стоят магазины. Там у нас вот, некрасиво пальцем показывать, куда мужчина пошел. Там, по-моему, парк, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Лесная зона какая-то. Вот такая лесная зона. Прям в поселке. Шум такой от магазина, холодильники работают. Итак, дорогие подписчики, деревянные дома, тут двухэтажные. В принципе, все так, как я вам показывала. Краснозатонский поселок, дома такие же, деревянные. Тихо, спокойно, птички поют. Народ добрый. Кому не подойду что-то спросить, так вежливо отвечают. Вот такие домики стоят, двухэтажные. Их очень много. Вот такая красота. Есть даже колонка, где воду набирают. Раньше такие колонки устанавливали. Вот эта колонка набирает воду. Какая красота тут, мои хорошие. Кругом деревья, сосны. Прям среди поселка. Очень много деревьев. Красота такая. Вот дом на 3 подъезда. Интересный такой. Двухэтажный. Вот и добрались мы до школы. Школа трехэтажная. Пойдем. Посмотрим на школу. Вот так выглядит школа. С красного кирпича. Трехэтажная. Видимо, экзамены там идут. Такая красота. Вот такая школа. Сейчас прочитаем немного. Муниципальное учреждение дополнительного образования, Центр дополнительного образования детей номер 15. Дегтярев Александр Валентинович погиб при исполнении служебного долга. Доленко Андрей Николаевич погиб при исполнении воинского долга. Фотографии тут висят. Шафигулин Дмитрий Викторович тоже погиб при исполнении воинского долга. Вот такие 3 фотографии тут висят. Видимо, учились в этой школе. А? Здравствуйте. Я блогер. Блогер. Показываю ваш поселок красивый. А откуда вы? Я с Сыктывкара. Из Сыктывкара? Да, у меня свой канал, и вот я снимаю по Коми Республике, езжу и вот так вот снимаю. Поселки, деревня, пусть люди знают,
такая у нас красота в республике Коми. То есть вы как бы Да, я блогер. ну, в смысле, не с плохой Нет, 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 у меня Может, мало канал, ли какие-то можете подписаться. сказы. Мама музыканта, найдите канал. Мама музыкант? Да. Ага. Хорошо, всего доброго вам, до свидания. Прохожу мимо дворов. Ищу детский сад. Люди работают на огородах. Вот такие подъезды в этих домах. Красиво, как в сказке. Хоть и деревянные, но очень красиво, согласитесь. Красота спасет мир. Люди стараются еще цветочки посадить. Жить надо где-то. Мне нравится, хоть и деревянные дома, мне нравится, очень красиво. Так много этих домов тут вообще. Идем к детскому саду. Еще заброшенный профилакторий там есть, говорят, рядом. Сейчас посмотрим, какие байкеры тут ездят. Сейчас зайдем и увидим, что там такое. А зайдем на территорию, рисканем здоровьем. Скорее всего, это и есть профилакторий, мне так кажется. Здание довольно-таки старое. Окна пустые. Смотрите, какое красивое здание. Сейчас обойдем его с той стороны. Оно такое длинное вообще. Узорами, орнаментом всяким строились дома. Окна пустые. Значит, здание заброшено, скорее всего. Это я так думаю. Точно, наверное, тут был профилакторий. Да. Нету ничего, не написано. Ведется видеонаблюдение. Идем искать детский сад. Дорогие мои, я обошла этот профилакторий с другой стороны. Тут вот вход, видимо, был стационарный вход. Там, где я вам показала, был главный вход, а это, получается, стационарный был для больных. Лежали, лечились, кто и выходили вот отсюда, с этой двери. Видимо, смотрите, как птички поют, слышно? Все заброшено. Какой-то домик стоит. Вот. Деревянный. Вот такая вот постройка. Не видно из-под деревьев, наверное. Вот так выглядит. С этой стороны он похож на жилой дом. С той стороны обойдешь, он похож на профилакторий. И главное, записи нету. Там вот второй выход. Вот так все заросло тут. Вон там еще кирпичное здание какое-то заброшенное. Там трава, я туда не пойду, а то клещи еще. Клещи там опасно ходить. Вот дошли до детского сада. Здание двухэтажное.
Красный кирпич. Шум такой, детки кричат. Детки, конфетки там кричат. Ничего, такая симпатичная территория. Беседочки, домики, детская площадочка, там все есть. Вход на территорию запрещен. Вот детский садик. Еще в таком красивом месте стоит. Очень много зелени, березки посажены вдоль забора. Вот такой детский сад в Верхней Максаковке. Есть вот такие старые дома. Все равно очень красиво выглядит. Ой, мало машин тут по этим вот дорогам. По главной трассе только вот там. А тут так спокойно. Прям аж душа отдыхает от суеты, от всего. Можно сюда приезжать, отдыхать, прогуливаться. В Сыктывкаре такая движуха. Вот тут вот так вот. Вот такой детский садик. Красивый. В таком красивом месте. Газ есть, вода в колонках. Замечательно. Если бы к нам в Яснок подключили бы газ, вообще замечательно было бы. Еще раз привет, мои хорошие. Вот такая была экскурсия небольшая по Верхней Максаковке. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь на канал Мама Музыканта. Пишите, конечно же, комментарии. Ставьте лайки. На колокольчик там не забывайте нажимать. А мы будем искать остановку. Нам туда. Так, мои хорошие, мы пришли в спортивную площадку. Осенью, говорят, открытие уже было. Вот там тренажеры стоят. Ну, сейчас подойдем туда. Покажем футбольное поле красивое. Такая беговая дорожка. Турники там. Сейчас подойдем. И вот такое футбольное поле красивое. Тренажеры всякие стоят. Ну, они у нас и по городу Сыктывкару. В каждом парке стоят такие тренажеры. Можно приходить и заниматься. Не у всех деньги есть ходить в спортзал, платить бешеные деньги. Вот. Турники. Молодцы. Площадка баскетбольная вообще супер выглядит. Тут еще и для тенниса, наверное. Ой, для этого, для хоккея. Ворота. Урны красивые. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь на канал Мама Музыканта. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.